Салам, друзья, меня зовут Саша, и что я вам хочу сказать? Мы дождались. Довольно давно я уже почему-то не выпускал видео про каких-либо исполнителей или вообще видео про Кыргызстан, и вот, наконец-то, это свершилось. Кстати, прошу обратите внимание на мой задний план, у меня там как настоящее кино какое-то происходит. Лежит кот, беззубик на заднем плане, короче, все как нужно. И сегодня мы здесь такой компашкой вместе с вами собрались, чтобы оценить одного нового рэпера из Кыргызстана, который буквально воспламенил чарты Центральной Азии своей новой песней «Ой Лырымда». Надеюсь, правильно прочитал, а если нет, то в комментариях можете меня исправить, с радостью прочитаю, полайкаю, короче, пообщаемся по поводу него. И вот мне стало интересно, почему же все-таки все так резко начали советовать мне, начали говорить то, что это восходящая звезда. Какую же песню, вот такую «Ой Лырымда» он написал, то, что она поразила даже популярных кыргызских рэперов, например, такого как Бигиш. Просто Бигиш засветился в комментариях под этим видео как раз таки с канала Курултай. Я не знаю, честно, что он ему написал, поэтому, если вам не лень, переведите вот это сообщение Бигиша на русский язык для меня, ну или можно на украинский, так как я из Украины, ну тут уже как хотите, ваше дело. Кстати, если вы не знали, то с Бигишем у меня есть интервью, где я спросил про его творчество, про его карьеру, про его планы на будущее. Короче, посмотрите, вот это видео, ссылочку найдете в описании. Интереснейшее видео. Поэтому, ребятки, давайте же с вами не будем медлить и поехали! Погнали! Вот мы его уже здесь видим. На такой лайв-сцене. Что-то новое, кстати. Такого еще ни разу не видел. Давайте качество немножечко улучшим. Поставим здесь 4К. Все отлично. О, что? Что? Чего? Я ничего не понял. Это откуда такой голос? Это он прям как будто из глубины идет. Как будто, не знаю, голос какого-то демона, души идет прям. Обалдеть. Ну, мне кажется, тут уже, в принципе, никаких объяснений не надо, почему же он так резко все стали называть его восходящей звездой. Ух, ладно, окей, я такого со старта не ожидал. Смотрим дальше, что сказать. Вау! Я вот один замечаю, насколько же он харизматичный. Вы посмотрите просто на вот эти вот его движения. На русском? Обалдеть. Вы понимаете? Вначале кыргызский язык, а теперь русский. То есть этот рэпер, он настолько умело крутит кыргызские и русские слова, то что я вот, наверное, только с третьей строки смог узнать и разобрать вообще русский язык. А, тут текст есть, ребята. Вот это вообще отлично, потому что сейчас послушаем песню, а потом посмотрим. Кстати, песня «Ой Лырымда» переводится как «в моей голове». Это я в переводчике быстренько вбил, так сказать, подготовился. В моей голове, и как я понимаю, песня про какую-то потерю, утрату кого-то. Короче, это безумно харизматичный чувак. Смотрим дальше. Вау, боже, как это? А ну-ка еще раз. Рай для ушей. Боже, как же это по-новому, все вообще по-другому. Посмотрите просто на его выражение лица. Знаете, как будто он прям выпускает из себя всю эту боль. Но я уже понял, то, что песня про любовь, то, что как бы про любовь, которая не состоялась. Он как будто плачет нам сюда, знаете, но он настолько это... Обалдеть.
Это самое живое выступление, которое я вообще видел, наверное. Да, наше знакомство, я был бессердечным. Встретив ее сразу, я потерял речь. Нежный голос шепчет, обнимая плечи. Я думал, что навечно ты считал встречи. Запах по звукам, мне туркал до мана. Секунда за секундой. Ни слова не понимаю, ну ладно. Ну одно слово понял, окей. Про любовь, ну да. Вау. Вот вы заметили, какие же здесь вот некоторые между строк начинаешь понимать слова, ну русские я начинаю понимать, и здесь такой тяжелый текст, то есть он говорит: я знаю то, что я отпускаю тебя навсегда, но я лишь хочу, чтобы ты была счастлива. Очень сильно. Безумно сильно. Ты рассыпала сахар за теми соль. Ты раскидала миллион с теми ноль. Посетила ты себя, но не тому герой. Как же он голос такой делает, просто. Посетила ты себя, но не тому герой. Ты подарил мне любовь, а за теми боль. Впервые такое вообще вижу. Ты раскидала миллион за теми ноль. Посвятила ты себя, но не тому герой. Как же это красиво! Я хоть ничего не понимаю, но... Знаете, это настолько... Есть. Обалдеть, ребята. Я просто, честно, настолько пораженный сейчас сижу здесь. Настолько проникновенно исполнил Бакар эту песню. То есть то, что я человек, который из Украины, который знает только пару слов на кыргызском языке. Я настолько хорошо прочувствовал эту песню, ну даже несмотря на то, что она половину была на русском, насколько же он просто харизматично передал все эти эмоции, всю эту боль расставания, неудавшейся любви, и просто насколько же сильные строки в этой песне. Я понимаю то, что мы расстаемся с тобой навсегда, но я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Это безумно сильно. Я знаю, что отпускаю тебя навсегда. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Это просто невероятно сильно. Правда, настолько он крутит этот кыргызский и русский язык, настолько они переплетаются, и вот этот как будто внутренний голос печали, утраты и злости одновременно, он как будто вырывается из него, и настолько харизматично, настолько проницательно получается эта песня, то что эту песню прямо сейчас я добавлю себе в плейлист и буду ее слушать на постоянной основе. И теперь я на все 100% понимаю, почему же все говорят то, что это новая восходящая звезда. Если он будет продолжать делать в таком же вот духе, то это просто будет, правда, новая звезда эстрады. Причем не только Кыргызстана, а вообще всемирная. Потому что вот такой мотив, такой голос, который делает он, я не видел, вот честно, я никогда ни у кого еще не слышал такого. Фух, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Напишите в комментариях, как вам этот исполнитель, понравилась ли вам эта песня, и проникло ли вам в душу вот это вот пение настолько же сильно, как и мне. Нажимайте на красную кнопку подписаться, нас с вами еще ждет очень много всего интересного. Я думаю, этого исполнителя мы еще не раз с вами услышим, а еще больше увидим, потому что эту песню он написал с такой харизмой, такой душой, то что ее забыть просто невозможно. Я вот сейчас как послушал, хочу на репит себе включить и слушать без конца. Всем пока-пока. Хорошего вам дня.